Хистаман Султанбекова. 3 бессонные ночи. Часть 2. После смерти матери, по всеобщему согласию, было решено, что Сакина вернется в родительский дом, чтобы присматривать за отцом. И в этот раз тоже никто ее не спросил, что она выберет сама – остаться в доме родителей мужа или вернуться в свой родной дом. Даже вернувшись в отцовский дом, Сакина еще долго не могла привыкнуть к тому, что Ахмад погиб. Часто просыпаясь ночью от какого-либо шума, ей казалось, что она слышит его шаги. И понимая, что Ахмад больше никогда не вернется, она в очередной раз оплакивала его. Подруги-ровесницы Сакины, видя, как она безутешна, не заводили при ней разговоры о своих семьях. Мужчины, ведя своих коней на водопой, старались идти по улочкам, на которых их не могли видеть ни Сакина, ни ее отец. И никто из них не седлал своего коня, пока это не сделал первым отец Ахмада. Да, то был очень дождливый год. Казалось, что сама природа обливалась обильными слезами, разделяя горе Сакины. 7. Прошло несколько лет. Жизнь сильно изменилась. Раскулачивание разрушило множество хозяйств. Отец Сакины был сослан в далекую Сибирь. В доме ее свекра теперь была школа. И вот в начале сентября появилась в селе новая учительница русского языка. Так как в доме у Сакины была свободная комната, к ней новую учительницу и поселили. Добрая сердцем, мягкая характером, быстрая на руку, она быстро освоилась. Звали ее Зубаржет, но все в селе стали ее называть, как и дети, просто учительницей. В доме у Сакины как будто заново появилась жизнь. Зубаржет была на пару годков моложе Сакины, и они очень быстро стали закадычными подругами. Будто само провидение послало ее Сакине, чтобы как-то помочь забыть свое горе. Сакина теперь всюду ходила с новой учительницей. И в гости к родителям учеников, и на сельские посиделки, и в райцентр, в 7-летнюю школу, где учился Нухи. Она, наконец, познакомилась со всеми его учителями. «Сам Аллах тебя мне прислал, ангел мой», — говорила Сакина, довольная своей дружбой с Зубаржет. И по всякому случаю, упоминая Зубаржет, она называла ее своей сестрой. Потом грянула война. Сакине с маленьким Нухи было бы совсем плохо, если бы не помощь Зубаржет. Она делилась с ними продуктами, которые получала как учительница. Уже ближе к концу войны Зубаржет стала искать возможность устроить Сакину на службу. Правда, это оказалось достаточно трудным делом. Ведь Сакина специально ничему не училась, могла только читать и писать. От их села до райцентра было не больше 2 километров. Зная, как необходимо Сакине быть чаще на людях, Зубаржет удалось выхлопотать ей место в женотделе. День, когда ее приняли службу, стал для Сакины истинным подарком судьбы. «Как же я теперь смогу тебя отблагодарить за радость, что мне принесла?» — восклицала Сакина. «Лучшей награды, чем видеть тебя радостной, мне и не надо», — отвечала Зубаржет. «Ты мне воистину дала новую жизнь», — говорила Сакинат. «Что я? Если бы они сами тебя не захотели, они бы нашли любые отговорки, чтобы тебя не взять. Вот поэтому я очень рада, что работаю среди этих женщин». «Вот-вот, среди женщин. Где же я тебе найду мужчин?» — смеясь, сказала Зубаржет. Прошел еще год. Война закончилась. В село стали возвращаться фронтовики, а жизнь наших женщин шла своим чередом. «Ну как работа в женотделе?» — спросила однажды Зубаржет. «Как у всех женщин», — улыбнулась Сакина. «А что мне ответить, если вдруг о тебе мужчина спросит?» «Нет, мужчина мне не нужен», — поспешно ответила Сакина. «Особенно свободный. Ведь если тебя придется отдать, то как я одна останусь?» «Как это? Спрашивать будут тебя, а замуж отдавать меня?» «Нет, так не бывает». «Почему? Вот ты сама первая ему скажи». «Кому ему? Если бы я была ему нужна, он бы сам давно меня спросил», — засмеялась Зубаржет, поняв, что проговорилась. А потом, приглушив голос, наклонившись к Сакине, сказала: «Знаешь, как я с ним познакомилась?
«Ой, расскажи, расскажи. Ты же знаешь, как люблю такие истории», — попросила Сакина. «Что рассказать? Еще до войны, когда я была на курсах, меня познакомила с ним одна моя подруга. И оказывается, она это сделала специально». «Как специально?» «У этой моей подруги был еще один парень, и она никак не могла выбрать, на ком остановить свой выбор. И вот решила устроить испытание». «И что же случилось дальше?» «Ну, он об этом узнал. Сказал, что если я была с ней в сговоре, значит, я ничем от нее не отличаюсь, и ушел. И все. Такие истории часто случаются», — сказала Зубаржат и махнула рукой, давая знать, что ей не очень хочется продолжать этот разговор. Да, Сакина теперь слышала много подобных историй. В женсовете что только не обсуждалось. Это и ссоры по недопониманию между супругами, и проблемы из-за оставленных без присмотра детей, и разрушенные, из-за неумения сохранить малое счастье, судьбы. А после рассказа одной новой знакомой о своей жизни, Сакине стало вдруг понятно, что она практически ничего в своей жизни не видела. По работе часто приходилось ездить в другие села на собрания женсоветов. Однажды перед поездкой в отдаленное село Сакина сообщила Зубаржат, что останется на ночь у коллеги по работе, чтобы выехать пораньше утром. Звали эту женщину Халисат. 8. Очень были похожи судьбы двух молодых женщин. Далеко за полночь сидели они и говорили о жизни, о несчастном замужестве, о единственных своих сыновьях. До войны девочек редко отправляли на учебу. Начала одну из своих историй Халисат так, как будто говорила о несчастном случае. Почему она это так печально говорит? Ведь ей повезло, ее отправили учиться, подумала Сакина и приготовилась слушать. Это был второй день учебы в техникуме, на педкурсах в Махачкале, продолжала также с печалью в голосе Халисат. Я гордо шла по длинному красивому коридору. И вдруг один из ребят поставил мне подножку. Я от растерянности уронила тетради. Когда он, подняв, протянул их мне, я увидела, что это парень из нашего села. Как бы ни было досадно, я сделала вид, что ничего не случилось. Он тоже меня узнал. «О, Халисат, это ты? Как это твоя строгая бабушка отпустила тебя в город?» Удивился он. Я ничего не ответила. А когда потянулась за тетрадями, наши руки коснулись друг друга. Это первое случайное прикосновение к мужской руке меня прямо обожгло. После этого случая, надо не надо, я часто прогуливалась по тому коридору, чтобы вновь его увидеть. Иногда даже решалась спросить что-либо по урокам. А он своим друзьям говорил, что я его родственница, односельчанка. На каникулы я приехала в село. Мама мне очень доверяла, и у нас никогда не было секретов друг от друга. Я ей рассказала о том парне. «Ой, моя доченька», — вздохнула мама. «Это хорошее известие. Знаю я этого парня, и родителей его знаю. Хорошая семья. Только не торопись, доченька. Если ты ему нравишься, то он сам об этом скажет. И смотри, в селе старайся не попадаться ему на глаза». «Почему?» — спросила я. «Никто не знает, как все обернется. Если все пойдет не так, как надо, потом могут напомнить, что ты с ним встречалась. Люди завистливы к чужому счастью и чаще ищут порок, чем достоинство. Вот наша соседка, Айшат, по своему, наверное, опыту, хитро так спрашивает вчера, с кем это я тебя оставила в городе. А ей это зачем? Ну, бывают такие люди, что ищут ошибки у других, чтобы скорее забыть свои. О Аллах, убереги нас от дурного глаза, дай свершиться нашим надеждам. Мама, а что случилось у этой Айшат? Что случилось? Ты тогда еще маленькой была. Послали однажды в отдаленное село под названием Цивуре молодого следователя, даргинца из Леваши. А Айшат в то время послала свою дочь учиться в кулинарное училище. А знаю, вспомнила я. Худенькая такая. Вот-вот. Там она очень понравилась одному даргинцу. Он подарил ей браслет с камнями и сделал предложение. И все шло у них хорошо, прямо летали на крыльях счастья.
Наверное, суждено было так случиться. Этот следователь, что приехал на практику в Цивуре, рассказал друзьям, что уже третий день расследует дело о пропаже девушки из кулинарного училища по имени Эльбика. Ты же знаешь, так зовут и дочь Айшат. Услышавший это один из друзей, рассказал об этом тому даргинцу, мол, не твоя ли это Эльбика? А наша Эльбика тоже, как раз в это время, ездила на 3 дня в село навестить заболевшую бабушку. Потом, так как и имя, и 3 дня ее отсутствия на учебе совпали, тот даргинец, ничего не спрашивая, забрал у нее браслет и ушел, в сердцах бросив, пока не поздно. А она-то в чем виновата? Воскликнула я. Я о том и говорю, сказала мама. Очень часто люди оказываются без вины виноватыми. Надо быть внимательнее, чтобы и с нами такого не произошло. Внимательнее. А что она сделала не так? Что не так сделала? Не сказала ему, что едет в село навестить бабушку. Только и всего. А оно вон как вышло. Теперь она легко замуж не выйдет. Ведь все уже знают, что она была с тем даргинцем. Жизнь такая штука, что очень от много надо беречься. Не зря говорят, девушка что хрусталь. Одно неосторожное движение, и осколки уже не склеить. Но почему она не рассказала тому даргинцу все как было? Так ведь рассказала. Только тот парень сказал, что эта история уже разошлась, и обратно собрать он ее уже не может. Вдобавок его мама сказала, что на 3 ночи уехать в село без спросу тоже немалая вина. Вот такая история. Выслушав ее, я вообще на улицу не выходила, сказала Халисат. Ну, а что стало с тем твоим молодым человеком? Сгорая от любопытства, спросила Сакина. 9. Вернувшись на учебу, я в поисках его, а он в поисках меня, прямо на лестнице 2-го этажа, и столкнулись. Он сразу закидал меня вопросами, что да как, и почему он меня ни разу в селе не видел. Не зная, что ему ответить, я сходу и выпалила, что я о нем рассказала маме. И что же она сказала? Улыбнулся он. Что сказала? Покраснела я. Сказала, что вы хорошие люди, и что ты тоже хороший парень. А знаешь, что моя мама сказала? Что? Она сказала, выбирай любую, и разложила передо мной целый список. Ну а ты что сказал? Спросила я, уже собираясь отвернуться. Я сказал, что в этом списке нет имени той девушки, что мне нравится, ответил он, и стал быстро подниматься по лестнице. А какого имени там не было? Спросила я ему вслед. Это я тебе потом расскажу, крикнул он и убежал. На следующий день должна была быть общая лекция. На ней мы точно должны были свидеться, так я всю ночь глаз не сомкнула. После лекции я с равнодушным видом прохаживалась по коридору так, чтобы он меня заметил. А у самой сердце готово было выпрыгнуть. Наконец я услышала. «Халисат, а когда у тебя сегодня заканчиваются занятия?» А я и знать уже не знала, когда они должны были закончиться. Услышав из его уст свое имя, я чуть сознание не потеряла. Хоть и учились мы на одном курсе, он был на 2 года старше меня. А потом началась война, и его забрали на фронт. Тут глаза Халисат наполнились слезами, и она замолкла. Ну а что было дальше, вывело ее из оцепенения Сакина. Что было? Я уже не помню, как прошли эти 4 ужасных года. Конечно, он мне писал. И своей маме он написал, что если вернется живым, то только на мне женится. Так оно и случилось. Он вернулся, жив-здоров. И очень скоро сыграли свадьбу. Сакина слушала, затаив дыхание. История получалась хорошая, даже счастливая. А голос Халисат становился все печальнее. «И что? Он плохо с тобой обращался?» — спросила Сакина. «Что ты говоришь?» — воскликнула Халисат. «До рождения ребенка счастливее меня не было на свете женщины. Мы тогда устроились в Махачкале. Он продолжил свою учебу. Помню, когда я сообщила ему, что у нас будет ребенок, он подхватил меня на руки и, наверное, раз 10 покружил. А после рождения сына, когда я лежала в роддоме, он умудрился на 4-й этаж
по веревке передать букет цветов. Забирать меня из роддома пришла целая делегация из его друзей. Даже нашли где-то машину. По Адату первый ребенка взяла на руки его мама. А когда приехали домой, так он оказался полон родни и друзей. Халисат опять вдруг замолчала, но потом провела руками по лицу и продолжила. Я все ждала, когда же разойдутся гости, чтобы наконец показать мужу сына, а у самой на сердце навалилась какая-то тяжесть. Будто предчувствуя, что я этого никогда не дождусь. Он уже возвращался, проводив гостей, когда я услышала, как незнакомый голос крикнул, что его спрашивают. Он поспешно вышел. Мне показалось, что его уже долго нет, и я выглянула в окно. Я увидела, как мой муж стоит с молодой красноволосой женщиной. Потом он взял ее под руку, и они стали удаляться. А эта женщина прямо так и льнула к нему. Потом он повернул ее к себе и обнял. Не желая верить своим глазам, я ни жива, ни мертва, бросилась к умывальнику и ополоснула лицо холодной водой. С бешено колотящимся сердцем стояла я над умывальником, и у меня как будто что-то оборвалось внутри. Я опять бросилась к окну. Было видно, что муж не спешит возвращаться домой. В тот же миг я завернула ребенка в одеяло. Потом вышла из дома так, чтобы меня никто не заметил, и в ту же ночь уехала к маме в село. Потом кто только в село не приходил, что только мне не говорили. Но я была непреклонна. Он так и уехал из села, не увидев сына. А как он объяснил, что это за женщина была? Спросила после некоторой паузы Сакина. Он познакомился с ней в самом конце войны. Ну, жили, наверное, вместе. Потом, после того, как он демобилизовался, у нее родилась дочь. А ее мама настояла на том, чтобы она поехала и его увидеть, и дочь показать. Значит, он про ребенка ничего не знал, и жениться ей не обещал. Воскликнула Сакина. Почему же ты не осталась, чтобы все выяснить? Что сейчас говорить? Тогда все по-другому казалось. Как он мог, будучи со мной всегда таким открытым и честным, не рассказать сразу о ней? Так мне было это тяжко. Что было тяжко? Ты же сама говорила, что он ничего о ребенке не знал. Не знаю. Но мне эти дни были во 100 крат тяжелее, чем тебе те дни, когда ты хоронила мужа. Смерть близкого — это боль и страдания. А это гнев и горечь. Не зря, видно, в старину говаривали, переживания всегда голодны, а гнев всегда насытится. Халисат стала укладываться спать, давая знать, что больше говорить ни о чем не хочет. 10. Сакина выехала домой рано утром и уже к обеду была в своем селе. У порога дома ее ожидала Зубаржат. «Как хорошо, что ты вовремя вернулась», — сказала она. Директор школы, где учится Нухи, просила позвать его маму. Вот зашла за тобой. Не заходя домой, они вдвоем направились в школу. В коридоре школы их встретила директриса Хатипат. Она провела их к себе в кабинет. После дежурных фраз об успеваемости и поведении она достала из ящика стола листок бумаги. Вот. Это письмо отобрала у Нухи его учительница. Это письмо к однокласснице. Я, конечно, не считаю, что это уж очень тревожный случай. Дело обычное, и это старшеклассники. Такое бывает. Но я очень хорошо знаю эту девушку. Теперь она и до Нухи добралась. Видя напряженное и даже немного испуганное лицо Сакины, Хатипат добавила. И хорошо, что так случилось. На будущее будет уроком. В письме ничего особенного нет. Просто я хотела предупредить и вас, и Нухи. Хатипат поставила чайник и пригласила их за столик пить чай. За чаем и за разговорами Сакина немного успокоилась. И тут Хатипат сказала, что если и в последнем полугодии Нухи будет так же хорошо учиться, то она напишет письмо с просьбой направить его на учебу на педкурсы или даже в техникум. Району были нужны специалисты учителя. У Сакины аж дух перехватило от такой перспективы. Еще немного посидев у директрисы, обе женщины довольные вернулись домой. 11. Наступила весна.
Приближался день 8 марта. Халисат и Сакину направили по линии женсовета в женскую колонию. Надо было провести работу по выявлению нарушений содержания женщин, и с женским днем поздравить. По положению 8 марта одну из 10 заключенных женщин по возрасту или по состоянию здоровья могли досрочно освободить из заключения. Представление об освобождении тоже должны были составить Сакина и Халисат. Так как намечались выходные и праздничные дни, Зубаржет тоже решила поехать с ними. С самого момента их появления в колонии одна из заключенных очень пристально поглядывала на Сакину. Та даже стала немного беспокоиться. Зубаржет была большой мастерицей вести разговоры на самые разнообразные темы. Поэтому на встречах с заключенными очень быстро наступал момент, когда разговор переходил просто в дружескую беседу. И то ли из-за добродушного характера Зубаржет, то ли и на самом деле все было хорошо, но жалоб на содержание от заключенных не поступило. А на завершающей встрече одна из заключенных даже произнесла небольшую речь со словами благодарности, сказав, что таких добрых и простых посетителей из женсовета у них ни разу не было. Ведь они тоже люди, а не скотины бессловесные, и в колонию многие попали кто по глупости, а кто по незнанию, но такое человеческое обхождение и теплые дружелюбные разговоры вернули им чувство, что они все еще живы. И добавила, что они очень благодарны этим 3 настоящим вестникам весны. Тут та женщина, что присматривалась к Сакине, подняла руку. «А можно вопрос задать?» — спросила она. «Конечно, можно», — сказала Халисат, немного удивившись низкому приятному тембру ее голоса. «Я бы хотела узнать, откуда вы будете, из какого села?» «Мы из селения Буцла», — сказала Халисат. Хотя все 3 женщины были урожденными разных сел, Сакина и Зубаржет не стали поправлять Халисат. В самом деле, какая для заключенных разница? Услышав, что из Буцла, та женщина, что задавала вопрос, вдруг как-то вся угасла и опустила голову, будто в чем-то провинилась. Но потом все же продолжала поглядывать на Сакину, будто проверяя что-то. Когда стали прощаться, она порывалась было еще что-то спросить, но вошедшая охрана объявила, что встреча окончена. До самого дома Сакина продолжала гадать, почему та женщина так пристально на нее смотрела. Теперь она стала сожалеть, что не назвала свое село. И у нее самой тоже можно было спросить, откуда она. Может, здесь какая-то тайна? Прошло 10 дней, и в женсовет позвонили, что в колонии готовы бумаги о досрочном освобождении 4 женщин. Приглашали Сакину или Халисат, требовались их подписи. В этот день Сакины не было на работе. Халисат решила ее не беспокоить и поехала одна. По возвращении она сразу нашла Сакину и рассказала, как все было. «Помнишь ту женщину, что вопрос задавала? Она тоже была в списках освобождаемых», — с жаром сказала Халисат. «Ой, не знаю почему, ее лицо у меня до сих пор перед глазами. Я бы тоже обязательно с тобой поехала». А она спрашивала о тебе и о Зубаржет, почему вас нет, — сказала Халисат. «А ты не знаешь, за что она попала в колонию?» — вдруг спросила Сакина. «Нам это зачем? Я бумаги не очень внимательно читала. Но там, кажется, статья по убийству была». «Разве такая женщина способна на убийство?» — удивилась Сакина. «Наверное, была ошибка, и поэтому ее выпустили». «Не знаю. Но там было написано, что второй муж пытался ее убить. Она, защищаясь, толкнула его, и он свалился с крыши и убился насмерть». «А там не было, по какой причине ее досрочно освободили?» — спросила Сакина, надеясь услышать про судебную ошибку. «Было. За хорошее поведение, большой возраст и убийство по неосторожности. Кажется, так». «О Аллах, убереги нас от такой участи», — сказала Сакина и провела руками по лицу. 12. Иногда, чтобы развеять тревожащие их мысли, наши женщины любили посудачить, посплетничать. А уж если все втроем собирались, так непременно рассказывали друг другу истории
о чужих непутевых мужьях. «Наш дедушка был очень тяжелым человеком», — сказала Халисат. «Однажды он рассердился на то, что без его спроса отрезали и сварили кусок вяленого бараньего бока. И что ты думаешь? Он заставил жену достать этот кусок из кастрюли и пришить на место. А я часто вот что вспоминаю», — начала свою историю Сакина. «Однажды летом приехала к нам в село мамина старая знакомая продавать тутовник. Мама, обходя все село, помогала ей вести торговлю. Так вот, однажды, уехавший на машине в район отец не вернулся ночью домой. Мама, конечно, утром в слезы и о гостье своей забыла. А та и говорит: «Ну, будет тебе. Разве о мужьях сейчас надо переживать? Вот тутовник, за ним глаз да глаз нужен». Чуть передержала, и он уже прокис. А мужья: придет накормим, уйдет проводим. Что тут переживать? Вставай, надо тутовник продавать. Вот-вот. Что за беда, если муж пропал, лишь бы тутовник был цел, рассмеялась Зубаржет. У самой Зубаржет были особенно занимательные истории. Однажды жена, муж, который рот не давал ей раскрыть, называя ее ненормальной, потребовала, чтобы он ее больше ненормальной не называл. «Назовешь, — говорит, — я все село соберу, и тебя самого, как ненормального, к этому столу и привяжут». А муж не унимается, по-прежнему ее дурой ненормальной называет. Подождала она, пока он о ее угрозе забудет, и однажды, когда они собирались на поле пахать, сказала: «Послушай, я с едой попозже подойду, а ты пойди вперед, да накорми быков». А муж и говорит: «Поэтому тебя дурой ненормальной я и называю, что я сам разве не знаю, что быков надо кормить». Сказал и повел быков в поле. А жена тем временем, купив на базаре рыбу, как ни в чем не бывало, пришла на поле и незаметно в борозду ее и положила. И когда он, наткнувшись на рыбу, остановил быков, спросила: «Что случилось?» «Что случилось?» — вскричал муж. «Ты разве не видишь, рыба на борозде?» А жена и говорит: «Ты с ума сошел? Какая рыба может быть в поле?» А он: «Сама ты дура. Иди смотри, вот, это разве не рыба?» А жена: «Вай, и в самом деле, свежая. Наверное, недавно пришла. И солнце палит, она может испортиться. Обед я так и не успела приготовить, соседка отвлекла. Давай, я ее понесу домой и приготовлю обед». Знала жена, что муж рыбу любит. Ушедшая жарить на обед рыбу жена до вечера так и не вернулась. Муж злой и голодный вернулся домой и набросился на жену. «Ах ты, дура ненормальная!» А жена в крик: «Ты сам меня домой отправил. Что я такого сделала?» «Ах ты, дура ненормальная! Что такого сделала? Почему обед не принесла? Ты же пошла рыбу жарить». Еще сильнее разозлился муж. «Ой, за что мне к старости такое наказание?» — запричитала жена. «Ты, наверное, перегрелся на солнце. Разве без обеда на поле ходят? И о какой рыбе ты говоришь?» Уже стали собираться люди. Вошла и соседка. Муж, указав на нее пальцем, закричал: «Вот, она же приходила, и ты не успела еду приготовить. А мы нашли на борозде рыбу». «Когда это я приходила?» — закричала соседка. «И разве на борозде рыба бывает? Мы же нашли рыбу». Бросился теперь он к жене. Та с криком бежать. Но соседи его к столбу и привязали как буйного, пока Дибир да Тахтур не придут. После этого случая он уже не называл жену дурой ненормальной. 13. То ли подобные рассказы повлияли, то ли школьное письмо насторожило, но решила Сакина женить своего сына Нухи до его 20-летия, женить на дочери своей двоюродной сестры. Время пролетело быстро. Объявили о помолвке. Дед Нухи, Сахратулав, ничего по этому случаю не сказал. Да и не мог он ничего сказать, так как знал, что мать девушки, которая нравилась Нухи, хотя и приходилась им родней, заявила, что не выдаст свою дочь за парня, не имеющего отца. Сахратулав знал, что Сакина это слышала. Что он мог сказать? Смерть сына подкосила его. Он не мог забыть,
что сам являлся причиной тяжелых переживаний сына. Не уходила из памяти картина, как сын, стоя на коленях, умолял выслушать его, а он прогнал его прочь. И сколько потом еще прошло дней, что отец не хотел даже взглянуть в лицо сына. Но что теперь делать? Что бы там ни было, на дне свадьбы Сахратулав получил возможность наконец сделать то, чего долго ждал. Еще со дня смерти Ахмада сберегался им кинжал в серебряных ножнах. На гвозде висела папаха, которую он снял с себя в тот же день, заменив на тюбетейку. Был еще один кинжал, полученный Ахмадом за победу на скачках в Телехе. Кроме этого еще пандур дедушки самого Сахратулава и башлык, подаренный ему хунзахцами в день объявления его наибом. Все это богатство мог теперь подарить своему единственному внуку в день свадьбы. И когда водили в дом невесту Нухи, глядя на постаревшего Сахратулава, многие женщины из собравшейся родни не могли сдержать слез. Сахратулав умел выдержать такт и обычай. Свадьба, все еще помня о безвременной гибели Ахмада, прошла без традиционных зурны и барабана, веселых песен и танцев. Но тем не менее, на ней было очень много гостей. 3 сына, один за другим, родились у Нухи. Но Сахратулав так и не позволил дать ни одному из них имя своего покойного сына. Имя безвременно ушедшего из жизни можно будет давать, только пропустив одно поколение, заявил он. Потом добавил, что если дать имя Ахмада одному из внуков, то это будет ему постоянным напоминанием, что сын погиб, а если не дать, то будет хотя бы иногда казаться, что он еще жив. Внуки очень любили дедушку Сахратулава, так как он их часто баловал. Со школы бегом мчались они к деду, наполняя дом детским криком и смехом. Глядя, как они играют, Сахратулав с печалью думал, что не видит их рано и скоропостижно скончавшаяся мать Ахмада Аминат.